Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши лайки и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Как будет меняться ваша жизнь? Когда и в каких сферах? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Как будет меняться моя жизнь? Когда и в каких сферах? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на изменения в вашей жизни. Как они будут происходить? Когда и в каких сферах? Так, ну здесь прям знак силы вышел. Вот как хотите. Это сила. Человек, который управляет собой, своей жизнью, своей ситуацией, своей судьбой и своим окружением. Да, здесь вам придется постараться, но я вижу, что вы человек и так очень-очень сильный. Вы борец по природе, вы борец от рождения, вы волевой человек. Но вы можете бороться за кого угодно, за что угодно, но не за себя. Не за себя. И это не очень хороший для меня знак. Почему? Потому что, ну, как говорится, да, за близкого порву на британский флаг, а для себя и палец о палец не ударю. Это очень деструктивная позиция. Высшие силы это видят. Ваши духи рода тоже это видят, и ангелы-хранители видят, и за это очень сильно переживают. Здесь, как ни крути, вы уж извините за прямоту, но я вижу, что вам дадут именно волшебный пендаль, чтобы вы начали себя любить, уважать, ценить, и чтобы не для других старались, а для себя. Понимаете? Вот прям дадут вам такой ресурс, такой инструмент, чтобы вы наконец-таки о себе подумали. У вас идет возможностей много. А возможности, знаете, какие? Вот как яблочко наливное висит на дереве, да, и чтобы дотянуться до него, нужно постараться. И вам придется стараться, вам придется себя прокачивать, апгрейдить, улучшать. И этим вы будете прям себя вверх выталкивать, понимаете? Вот человек, которого бросили в воду, да, должен карабкаться, барахтаться, да, и наверх всплывать. Вот и у вас такая идет ситуация. Смотрите, сейчас, на сегодняшний день, вы находитесь под управлением. Видите, вами управляют. Вами управляет человек, от которого вы зависимы. Зависимы вы в прямом положении, либо в косвенном положении. Что это значит? Ну, например, вы замужем, и у вас есть мужчина, который, ну, он муж, да, он вами управляет, он говорит, что делать, как делать. Вы сами не властны над своей жизнью, вы всегда должны советоваться, смотреть, обращать внимание. Либо, например, вы живете с мамой. Мама у вас, например, властная женщина, такая, знаете, с характером, пробивным характером. И она пытается вам жизнь устроить самым лучшим образом. Но то, что хорошо для нее, не факт, что хорошо для вас. И она вас тоже, вы знаете, как по-разному направляет, где-то уговорами, где-то упреками, где-то, может быть, даже материнским шантажом, так тоже может быть. И вы сейчас, все это понимая, все это осознавая и все это чувствуя, вы ничего не можете сделать. Вы вот под этим колпаком находитесь, да, и обидеть любимого человека вы не можете, да, и вырваться из этой ситуации вы не можете. Что будет происходить? У вас на ближайшие 4, именно 4 идет месяца, у вас идет перемена. Перемена резкая. Обрыв. Вот прям, знаете, как шли-шли, раз и обрыв. Вот перед фактом вас поставит судьба и высшие силы. Что нужно? Вставать с мягкого стула, дивана,
вставать на ножки и идти вперед. Вам предстоит, у вас резко произойдут перемены в жизни. Не только у вас, например, в семье, да, если вы с мужем живете, либо с мамой, если вы с родителями живете. Тут именно идет человека, который вот вас под колпаком держит, его ограничат. Ограничат, либо отведут от вас, да, либо в такую позицию поставят, что человек уже не сможет вами ни управлять, ни руководить. Да, и что вам придется брать на себя все бразды правления, не только над собой, да, но и над другими. И вы действительно с этим справитесь, потому что вы человек достойнейший, мудрейший, сильнейший. Но вот попали вы в такой вот колпак, да, и долго очень в нем просидели, как будто бы вас законсервировали. У вас в первый момент идет работа, реализация. Кто хотел бизнес, откроете. Кто хотел поменять работу, поменяете. Кто хотел найти, найдете. Но вы будете уже исходить не из того, что я там хочу, желаю, мечтаю, а по необходимости вы будете действовать. Вот у кого-то не идет, да, не идет работа, не идут дела, и вы вот думаете, да, ну кто-то виноват, там поглазили, попортили, время сложное. Нет, эта ситуация именно от вас зависит. Вы не в тех скомканных, да, осложненных ситуациях, когда человек просто вынужден, да, соглашаться на то, что есть. И вы, как говорится, ну, носик тогда немножечко поворачиваете, что ну, там мне не нравится, там не хочу, тут я еще подожду. У вас есть место для маневра. Но вас поставят в такие рамки, когда вам придется именно конкретно, вот видите, запрягаться и тащить на себя, себе брать. И здесь уже выбора у вас не будет. Вы будете идти туда, куда вас судьба и высшие силы будут поворачивать. Почему это делается? Это делается, кстати, искусственным моментом для того, чтобы вас действительно выбить из этой зоны комфорта. Может быть, ваша зона комфорта вовсе не комфортная, но вы уже настолько привыкли к этому положению, к этой ситуации, что ну смирились, что ли, да, где-то сказали, ну что я могу, да, живу, дышу, ну и так пусть продолжается. Нет, а ваше предназначение, оно высокое, оно важное, и вас будут к нему именно вот, ну, извините за слово, наверное, таки насильно вести. Вот у многих именно так и отыграется. Будьте готовы к резким скачкам и переменам в жизни, когда вас будут действительно заставлять, принуждать к той или иной работе, деятельности, смене деятельности, к активности могут вас принуждать. Вы, пройдя вот этот путь будет короткий. Знаете, вот это будет буквально, там, не знаю, месяц-два, максимум, там, может быть, там, месяц-три, да, вот так вот возьмем такой разбег. Но за этот период вы словно переродитесь. Вы словно станете совершенно другим человеком. Вы себя почувствуете. Почувствуйте, что вы сильный человек, что вы мощный человек, и что вы действительно были в дреме, а наконец-то сейчас проснулись. Вот у вас идет такой момент. У вас реализация пойдет, у вас достижения пойдут. Мало того, я вижу, что для тех, кто пытался свою жизнь наладить, личную жизнь, да, кто вот все там, ну, мужчину, женщину себе искал, и всегда вроде как бы люди были, я не могу сказать, что никого не было, но вы были либо скептически настроены, либо, ну, как... Я еще поищу, да, я еще там варианты посмотрю. То есть здесь вы уже будете более прямым человеком, более открытым человеком, и вы уже будете принимать. Принимать уже даже не в качестве там будущего партнера, да, подходит, не подходит, а в качестве человека, который действительно может быть там не только там любимым, да, но и другом. Понимаете, вы будете расширять свою сферу там знакомств, сферу деятельности, где вы будете работать, сферу знаний свою. Возможно, даже вот пойдете учиться куда-то, дополнять свои знания будете. Так что, мои дорогие, тут перемены очень грандиозные. Я даже не хочу ничего менять в этом рисунке, потому что рисунок, да, эта часть рисунка достаточно сложная и говорит о том, что вы сейчас, ну, в таком состоянии, да, ведомого человека. Но эта часть рисунка говорит о том, что у вас будут резкие перемены, достаточно неожиданные, но они полезные. Это вот, знаете, как горькая микстура, которая вас вылечит, исправит ваш вкус к жизни, да, ваши приоритеты поднимет повыше, да, и задаст вам такую прям, знаете, планку, да, поднимет планку, чтобы вы двигались вперед. У вас мечта появится, у вас появится желание работать, развиваться, доказывать
доказывать, вот желание доказывать, что я могу, что у меня получится, что все будет замечательно. Итак, когда у вас все это будет происходить? Через 4 месяца, в течение 4 месяцев. Вот 4 месяца и все, и резкие перемены пойдут в вашей жизни. Ну, вы словно в какую-то зону турбулентности попадете. Эта зона у кого-то месяц будет длиться, а у кого-то и на 3 может растянуться. Но что бы ни происходило в то время, во-первых, вам все по силам, раз. Второй момент, вы выйдете из этой всей ситуации победителем. И третий момент, это очень хорошая школа. Прям школа, ну, выживания, да, школа супергероев, как можно это назвать. То есть благодаря вот этим резким перепадам, скачкам, да, кочкам, в которые вы войдете, вы себя почувствуете живым человеком, борцом, смелым, которому идет и удача, который ничего не боится, который все может сделать. Вы знаете, вы себя зауважаете, потому что у многих вот именно самооценка очень заниженная на сегодняшний день, и к себе практически нету ни доверия, ни уважения. Это очень плохо, очень-очень плохо. Передо мной талантливый человек, вот. Вы сильный человек, вы можете, вам все подвластно, у вас 4 стихии в руках, понимаете? Кто-то может смотреть, даже обладая, не знаю, там, дарами, там, не знаю, ясновидения, магии и прочее, прочее. У вас это есть. Но у вас руки золотые, голова у вас умная, у вас ножки сильные, ручки сильные, вы человек с сильным телом, вы жилистый человек, вот прям такой, знаете, который многое может на себя и взять, завалить и вынести. То, что вы сейчас хандрите, ну так это не ваша вина, это вы под колпаком находитесь, этот колпак с вас уйдет. Не будет больше ни манипуляций, ни каких-то игр с вами, ни какой-то вот прям, я не знаю, тут шантаж мог быть. Этого ничего не будет, потому что человек, который с вами так поступал, он наконец-таки, ну, поймет, что да, перед ним сильная личность, что с вами так нельзя, что с вами не то чтобы так нельзя делать, но еще и опасно. Вот такая пойдет ситуация. В каких сферах будут перемены? Ну, тут сферы, основная сфера это идет деньги, работа, самореализация. И вторая сфера идет, это сфера межличностных отношений, то есть отношения в паре, в браке, в семье, знакомства новые идут. В этих сферах ждите вот действительно серьезных перемен, кардинальных перемен, таких, которые полностью поменяют вашу жизнь и разделят на до и после. Все эти перемены благостные, да, с трудом, да, со скрипом, да, может быть где-то будет и страшно, и тяжело, но тем не менее, поверьте, это все идет вам именно во благо. Итак, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.